Доброе утро, дорогие телезрители! Это передача «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И этот утренний эфир для вас проведем мы, Дарья Анкехова и Руслан Ачиров. На календаре 1 ноября стартовала та самая выходная неделя. Многие из вас, возможно, до сих пор спят, ведь просыпаться никуда не надо, ни на работу, ни в детский сад, ни в школу. Но никто не отменял «Утро Якутии» на наших телеканалах. Поэтому мы сегодня здесь, в этой замечательной студии. Сегодня мы узнаем, какие даты и события связаны с сегодняшним днем. Также узнаем полезные советы от юриста. Пообщаемся с нашими замечательными гостями. Сегодня, кстати, день вегана. А также о триумфальном событии Mercedes Fashion Week. Обо всем этом подробно мы узнаем, конечно, сегодня в нашей программе. Ну а начнем мы с самых свежих и актуальных новостей к этому часу. Доброе утро, Якутия. Доброе утро, коллеги. Вы смотрите новости. После ремонтных работ на проспекте Ленина участок дороги от улицы Кулаковского до улицы Петровского будет частично открыт только для движения автотранспорта. А вот городские автобусы будут продолжать ездить по схеме, которая сегодня организована специально для них. Сегодня на этом участке полностью перекопали улицу. Далее здесь планируются работы по стабилизации грунта. Потом проведется отсыпка мелкой щебеночной смесью. Асфальтирование же дороги пройдет в следующем году. В целом ремонтные работы в проспекта Ленина будут идти до 2023 года. Исторически у нас сложилось так, что основной транспортный поток, это общественный транспорт, он проходил через проспект Ленина. И по проспекту именно на этих участках проходило 15 городских маршрутов и 7 пригородных. Все они распределены по параллельным улицам, это Ярославского и Орджоникидзе. Настроены светофорные объекты, введен дополнительный светофорный объект на перекрестке Петровского-Белинского с таким раскладом, чтобы быстрее разгрузить автопотоки. На пленарном онлайн-заседании рабочей группы по устойчивому развитию Арктики Найсен Николаев презентовал проект создания Всемирного центра мамонта. Масштабный проект предполагает строительство в Якутске 5 ключевых инфраструктурных объектов: криохранилища мамонтовой фауны, научно-лабораторного и музейно-экспозиционного комплексов. Кроме того, планируется ввести в строй научно-исследовательский полигон, парк ледникового периода, а также в районных и логистических центрах арктической зоны Якутии будут созданы сеть станций мониторинга. Глава республики отметил, что в настоящий момент вопросы урегулирования сбора мамонтовой фауны остаются нерешенными на федеральном уровне. Всемирный центр мамонта в Якутии проведет работу по систематизации отрасли, а также возьмет на себя роль организатора аукционной площадки и паспортизации объектов. Сегодня Якутия является одним из мировых центров палеонтологических исследований. Научный потенциал Академии наук Республики, Северо-Восточного федерального университета, институтов Российской академии наук, которые объединены сегодня в научно-образовательном центре мирового уровня «Север», позволяет с уверенностью претендовать на глобальный уровень исследовательской деятельности в области изучения мамонтовой фауны. Научно-исследовательские школы тесно сотрудничают с ведущими российскими и зарубежными исследователями в изучении уникальных палеонтологических объектов, которые имеются в Якутии. Якутия стала третьим регионом России, который получил статус территория книги и чтения. Статус присуждается регионам, ранее становившимся победителями конкурса и не менее 3 раз за последние 5 лет вошедшими в короткий список лучших регионов. Ранее этот статус получали только Санкт-Петербург и Ульяновская область. Ключевая заявка Якутии – проект «Пространство чтения Арктики» – приоритетное направление сетевого республиканского проекта «Читаем все». Библиотек республики, собравший воедино лучшие практики по продвижению северной книги в мировом пространстве в целях привлечения внимания к вопросам издания и распространения книги и развития литературы на языках коренных народов Севера. Благодарим службу новостей за предоставленную информацию. Руслан, я думаю, самое время перейти к одной из наших самых любимых рубрик – это «Зарядка». Почему любимая? Потому что она полезная. Ведь не зря наши тренеры еженедельно готовят для вас эту рубрику, для того, чтобы вы могли проснуться, взбодриться, а самое главное – зарядиться энергией на весь день. Доброе утро, меня зовут Ольга Кайомова. Я персональный тренер атлетического клуба «Спарта». Сегодня я для вас проведу зарядку на все группы мышц тела. Ноги ставим чуть шире таза. Начинаем с приседания.
Опускаемся подконтрольно, встаем чуть активнее. Данное упражнение повторяем 10-20 раз. Теперь добавляем руки. Вот. Хлоп. Можно хлопать в ладоши. Данное движение также 10-20 раз. Далее руки перед собой и приставные шаги. Раз, два, три, 4. Далее подъемы ног, колени. Колени поднимаем выше. Добавляем руки. Следим за дыханием. Ноги ставим шире. Носки в стороны. Колени также ведут в сторону. Добавляем руки. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующее упражнение – выпады в сторону. Опускаемся до 90 градусов. Стараемся движение выполнять осторожно. Добавляем руки. Корпус чуть наклоняем вперед. На этом наша зарядка закончена. Всем бодрого духа! Благодарим Ольгу. Я думаю, зарядка на этой неделе будет как никогда актуальна, потому что мы находимся дома, и нам просто необходимо восполнить нехватку движения. Ну и, конечно, будет полезно сделать физическое упражнение вместе с нами. Руслан, а знаешь ли ты, что отмечают 1 ноября? Я думаю, ты сейчас об этом расскажешь. Действительно, я знаю. Сегодня отмечается Всемирный день вегана. Мы обязательно поговорим об этом чуть позже. Ну а еще сегодня мы хотели бы поздравить судебных приставов, потому что сегодня их профессиональный день. Ну а какие даты и события, связанные с сегодняшним днем, давайте посмотрим в нашей постоянной рубрике. На календаре 1 ноября. Сегодня отмечается День судебного пристава в России, Международный день вегана. По народному календарю в этот день православные отмечают перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, святого, почитаемого в качестве покровителя болгарского народа. В этот день в 1897 году основан итальянский футбольный клуб «Ювентус». В 1899 на воду спущен крейсер «Варяг». Крейсер «Варяг» – легенда русского флота. Он был построен на судостроительной верфи Уильям Крамп и сыновья в Филадельфии по заказу Российской империи и был спущен на воду со стапелей филадельфийских доков.
Во время русско-японской войны в феврале 1904 года крейсер первого ранга «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были блокированы японской эскадрой из 15 кораблей в корейском порту Чимульпо. Предложение сдаться и спустить флаги русские моряки отвергли и вступили в неравный бой, который проиграли. После боя «Кореец» был взорван, «Варяг» затоплен. В 1944 году завершилась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны. В 1990 году в СССР введен коммерческий курс рубля по отношению к иностранным валютам. В 1997 начал вещание общероссийский государственный телеканал «Культура». В 1998 году создана Общевойсковая академия вооруженных сил Российской Федерации. В этот день родились Дмитрий Пожарский, русский военный и политический деятель, национальный герой России. Пьетро де Картона, итальянский живописец и архитектор. Антонио Канова, итальянский скульптор, классицист. Павел Гоенкис, советский инженер-кораблестроитель, создатель торпедных катеров. Нурдаль Грик, норвежский писатель, поэт, драматург. Анатолий Кубацкий, советский актер театра и кино, герой советских киносказок. Каждый советский ребенок был знаком с персонажами в его исполнении. Это и царь Водокрут XIII из «Марии Искусницы» или король Ягупоп 77 из «Королевства кривых зеркал», а также работами в фильмах «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Варвара Краса, длинная коса», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и многих других. Именины в этот день отмечают Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей и Феликс. Как мы уже отметили, сегодня отмечается Международный день вегана. Это праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда веганское общество отмечало свое 50-летие. Да, веганство или веганизм, я думаю, у многих есть вопросы, чем он отличается от вегетарианства. Дело в том, что веганство – это очень строгое вегетарианство. Веганы, они настолько строгие, что исключают не только из своего рациона мясо и рыбу, но исключают и любые другие продукты животного происхождения, например, яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят одежду из меха и кожи, шерсти, шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимся на животных. Представляешь? Да, вот такое вот очень интересное движение, направление, интересный образ жизни. И, конечно, мы не могли обойти эту тему. И поэтому сегодня мы пригласили человека, который не понаслышке знает, что такое веганство. Да, у нас в гостях сегодня Валерия Кривогорницына. Она веган. Доброе утро, Валерия. Доброе утро. Доброе утро. Валерия, ну вот такая молодая совсем, да, юная, да, и вот с такими уже определенными жизненными принципами. Когда впервые ты услышала про веганство и с чего вдруг ты решила, что все-таки ты считаешь, что это твой образ жизни? Я стала вегетарианцем сначала, потом уже веганом, когда я еще не знала, что вегетарианство существует. Мне тогда было, еще в дошкольном возрасте, когда я попробовала мясо, мне просто вкус не понравился. Я не знаю даже почему. Вот. Во сколько лет примерно было? Лет в 5, наверное. Но я все равно ела там пельмени, например, там колбасу. И где-то лет с 10 уже начала как-то сама по себе отказываться от животных продуктов. Я даже не знала, что существует слово вегетарианство, оказывается. То есть просто по вкусовым каким-то, да, пристрастиям ты решила ограничить вот именно мясо в своем рационе? Ага, да. Скажи, Валерия, а в какой момент ты от вегетарианца стала вот исконным веганом? Это было в году 2017, в 2017 году, когда я просто решила то, что там уже появились еще и этические соображения, не только вкусовые пристрастия, поэтому я решила попробовать перейти на веганство. К тому же у меня еще непереносимость лактозы, хотя я любила творог, и мне от творога всегда становилось не очень хорошо, поэтому я подумала, так и так, как бы особо ничего не потеряю. Поэтому решила перейти на веганство. Я хотел бы отметить, что Валерия с мужем, вы оба веганы. Ага. А вот насколько сложно быть веганом в Якутии? Да, действительно. Тем более еще семейной паре, да. Да, действительно, ведь мы живем очень далеко, да, географически отдаленная у нас республика, да, от центральных регионов. Доступность вот тех самых продуктов, это же такой, мне кажется, очень важный вопрос.
Да, действительно, лет 7-8 назад было очень сложно с продуктами, потому что их не привозили, потому что вегетарианство, веганство особо, здесь не было популярным. И вот со временем, вот сейчас даже веганские продукты можно найти в обычном супермаркете. То есть даже не надо находить специализированный магазин, или можно заказать некоторые продукты через интернет, например. А у вас есть такая информация, вот сколько примерно вот в Якутске, да, вот возьмем наш город, да. количество, У вас какие-то сообщества есть, группы, WhatsApp-группы, вот примерно, хотя бы в твоем поле зрения, вот сколько человек у нас? Есть WhatsApp-группа, там человек 30, а так их вроде больше, в 2013 году я организовывала вместе с друзьями вегетарианский фестиваль, и там пришло около 150 человек. Мне кажется, они не все вегетарианцы и веганы, просто те, кто еще и интересуется. Поэтому где-то человек 100, наверное, есть, мне кажется. Ну а теперь давай развеем тот самый, возможно, миф, или все-таки ты скажешь, что это правда? Веганство – это дорого или нет? Я не считала, не сравнивала, но примерно по семейному бюджету, который мы рассчитываем, примерно на продукты, учитывая там поход в кафе, там где-то прихватить кофе, примерно в месяц получается 35 тысяч, например. На двоих? Ага, на двоих. Вот я, так слушай, вот. даже не знаю, потому что сейчас мясо смотришь в некоторых магазинах по 700 рублей килограмм. То есть, может, после этого эфира многие телезрители откажутся от мяса только в целях экономии, да? Услышали такой расчет? Я тоже веган. Да, это еще с учетом того, что у нас есть собака, она не веган, и мы ей мясо покупаем, поэтому все равно выходит в пределах такой суммы. Вы ее не осуждаете? Нет. Валерия, скажите, а вот зимы у нас очень холодные, не мерзнете ли вы зимой? Нет, мне кажется, это какой-то миф, потому что, да, температура воздуха не влияет на то, мерзнешь ты или нет. Нужно просто потеплее одеваться, и все. Валерия, ну а как, допустим, ваши близкие относятся к этому? Потому что вы сейчас у нас молодые родители, да, и, наверное, одно дело, когда ты осознанно приходишь к этому, да, а другое дело, когда ты уже становишься мамой, и на тебе огромная ответственность, да. Вот родственники не осуждают, что чем это ты там занимаешься, еще и там внучке или внуку нашему навязываешь это. Вот как с этим справляетесь и как поддерживает семья, или все-таки еще не привыкли к этому? Все близкие родственники, они хорошо к этому относятся. Например, мой старший брат, он тоже веган. Вот, мама тоже хорошо к этому относится. Со стороны мужа родственники тоже все понимают. Скорее всего, это из-за того, что мы подходим к веганству, к вегетарианству с научной точки зрения. То есть мы не исключаем, а стараемся полноценно заменять. Потому что по образованию я биолог и химик, поэтому в этом у нас затруднений нету. И по поводу ребенка, мы считаем то, что когда он подрастет и уже сможет говорить и принимать там свой собственный самостоятельный выбор, он уже должен сам определяться. То есть, а сегодня вы кормите его как положено, то есть в рацион? Ему только 2 недели, поэтому он только на грудном вскармливании сейчас. А вообще, в ближайшее время вы не будете ограничивать его там в мясе, да, в белке? То есть пока для растущего организма надо, да? Если у него будет тяга к определенным продуктам, то мы не будем его говорить нет или что-нибудь запрещать. Но раз мы затронули тему продуктов, Валерия, я смотрю, что вы не с пустыми руками. Я так понимаю, что вы сейчас нам покажете, что обычно кушают веганы. Вот мне очень интересно, потому что я даже представить не могу себе жизнь без мяса. Вот честное слово, не представляю я. И вот сейчас смотрю на эти пакетики, думаю, неужели это есть полноценная пища? Вот, окуните нас в мир все-таки вот этой веганской еды. Тут все четко понятно, да, вот первый большой пакетик – это фарш соевый. Как он выглядит вообще? Можно открыть, посмотреть? Это что-то… Это сушеная соя. Кстати, у сои очень плохая репутация, ее все боятся. Из-за того, что сою добавляют в мясные продукты, чтобы они стали дешевле. Из-за этого все думают, что соя – это какой-то искусственно придуманный, созданный химикат, и боятся. На самом деле соя – это растение из семейства бобовых, которое во время своего роста, вегетативного роста, она вступает в симбиоз с бактериями в почве, которые фиксируют азот. И из-за этого все растения, которые к семейству бобовых относятся, они обогащены аминокислотами, которые входят в состав белка. Поэтому соя, как и многие другие бобовые, они содержат в себе нужные незаменимые аминокислоты,
и высокий процент содержания белка. А вот, допустим, ее достаточно просто замочить в воде, можно употреблять, или надо кипятить, варить? Нет, и вообще что можно приготовить из этого, Да. потому что действительно оно выглядит как такие, знаете, как хлопья, да, какие-то засушенные, ну вот, как вы сказали. Из них можно делать котлеты, бывает соя в определенных кусочках, или из сои, например, делают тофу. Этот вариант, он в основном используется как фарш, например, То есть вы чтобы размачиваете приготовить- водой? Да, сначала потом нужно замочить питьевой водой, подождать, и можно уже там с овощами, например, с грибами все это перемешать, приготовить и добавить какого-нибудь гарниру. Вот А я так. вижу, там еще вот есть котлеты, прямо написано. А, Котлеты это моя легкого любимая. приготовления. Ну-ка Серьезно? покажите, что ваше любимое там. Это тоже из семейства бобовых растений, чечевица. Есть такие же варианты, там, например, из гречки, из гороха, но чечевица мне нравится больше, потому что в ней есть все незаменимые аминокислоты. В некоторых бобовых некоторых аминокислот не хватает. Поэтому это тоже обязательно нужно учитывать. Вот, и чечевичные котлеты, они тоже в сушеном виде, поэтому их можно замачивать, там, добавить какие-нибудь овощи и просто как котлетки пожарить. Ну, в сухарях обвалять и пожарить. Получается А вкусно. это вот основной размер пачки, да? Там написано 36 котлет. Или, Ну, это ж или, какого- или это половина пачки? Сейчас. Это какого размера должны быть котлеты, чтобы, да, из этой Вот, пачечки вот сделать? столько уже использовано, получается. А так, да, на 36 котлет. А, то есть это разбухает, наверное, большие объемы Да. приобретает? А, вот в чем секрет. Это как в Опять пятом экономия. как в пятом элементе, видела, да? Да-да-да. Микроволновку. тюнь, там. Руслан, опять экономия. То есть вот, оказывается, почему всего лишь 35 тысяч. Такой взял пакет и каждый день кушаешь по котлетке. По 5 на целый котлет месяц можешь хватает. кушать, Да. А вот у меня вопрос, как у хозяйки. Вот вы говорите, котлетки, здесь фарш, там фарш. Совершенно сухая смесь получается. Ну, водичкой-то разбавили. Как вот, чтобы все это на сковороде-то потом не разваливалось? Мы же добавляем что, Руслан? Муку? Хозяйки. Яйца? Яйца добавляем. А вы что? Можно добавлять муку, но я просто панировочные сухари добавляю. Обваливаю в сухарях, и поэтому они не разваливаются во время готовки. Ну и вот последний у вас здесь, значит, есть элемент вашего питания. Что это такое? Это вариант перекусов, это смузи из злаков. Ну, там целый набор, получается, состава. И на самом деле он как раз сохранился, потому что он не особо мой любимчик получается. Есть еще веганские йогурты, которые продаются во многих супермаркетах города. Мне они больше нравятся, потому что туда еще специально добавляют соединения кальция, которые лучше усваиваются, и потому что там высокое содержание белка. А вот еще один вопрос, Валерия, у меня к вам. А бывает такое, что вот что ты видишь, да, из продуктов, ну, допустим, за праздничным столом или в ресторане на каком-то событии, да, и прям хочется, очень хочется, ну, так как ты мясо-то не любишь, по сути, ну, есть же, наверное, какие-то из нашей жизни, да, вещи, которые ты прям видишь и хочется. Как справляешься с этим или вообще не бывает такого желания? Не бывает такого желания, но вот раньше я любила творог. Ну, в принципе, из-за того, что лактозу я не переношу, не чувствую большой потери. Ну, То есть, если ты видишь очень вкусную запеченную курочку, у тебя нет желания ее Вообще нет. поесть? Нет, нету. Очень необычно. Очень необычно. Я не представляю вообще. Я же тебе поэтому говорю. Я вот сейчас захотел есть. Даже просто визуально Да, представив это, да? Валерия, ну а вообще, как бы ты считаешь, что люди, которые выбирают такой путь, это на всю жизнь или в принципе, возможно, ты не отрицаешь, что там через 5, через 10 лет, возможно, ты оставишь это все в прошлом и совершенно просто перейдешь вот к нашей мирской жизни? Ну, я не думаю, что у меня будет такая необходимость. А так, ну, знаю многих вегетарианцев, веганов, которые на некоторое время переходили, там, чтобы поэкспериментировать, например, а потом обратно возвращались. Это, я думаю, это абсолютно нормально. И в целом вегетарианство, веганство, оно тоже не для всех подходит, потому что вкусовые предпочтения у людей разные. И бывают даже люди, у которых аллергия на сою или аллергия на многие растительные продукты. То есть веганство для них, вегетарианство уже, ну, как вариант, даже совсем не подходит. Кстати, я знаю, что основное направление у веганов — это они становятся веганами, потому что очень любят животных. Вы любите животных? Ну, веганом я стала не из-за любви к животным. Но у вас есть Этические домашние животные, соображения домашний пришли питомец. позднее. Да, есть собака. В целом, не то, что прям люблю животных,
Они мне просто нравятся, просто как результат эволюции. Я ими восхищаюсь, другими видами. Из-за того, что я работаю в сфере биологии и сейчас биотехнологическим проектом занимаюсь, мне они очень интересны, тоже как научный интерес. Поэтому можно сказать, что люблю. Ну, я думаю, что вам будет, значит, интересен наш следующий сюжет. У нас пес-тяжеловес в Челябинске скинул 34 килограмма и обрел новый дом. История пса-тяжеловеса прогремела на всю страну в феврале 2021 года. Бывшие хозяева лабрадора весом 88 килограмм устали от содержания собаки и хотели усыпить животное. Тогда на помощь пришли волонтеры и взяли четвероногого друга себе на передержку. Спустя 8 месяцев тренировок и диеты псу вновь улыбнулась удача. И появились желающие забрать собаку в любящий дом. Как рассказала новая хозяйка лабрадора Наталья Фаст, ажиотаж вокруг крупного питомца прошел мимо нее. О том, что Хаммер ищет дом, женщина узнала совершенно случайно, но сразу поняла, что ей нужен именно этот пес. Хаммера мы никогда не видели. Мы увидели вообще в интернете, просто пристраивали собачку, у которой умер хозяин, тоже лабрадора. И вот в этом посте там была ссылка, что есть лабрика, кто занимается как приют лабрадорами тоже. И вот мы зашли к ним на страничку, увидели Хаммера, решили, что это наша собачка. Размер животного будущих хозяев не пугал, так как семья изначально планировала взять в квартиру большую собаку. Теперь Хаммер живет по соседству с новыми друзьями, 2 кошками и маленьким йоркширским терьером. Но если в квартире пес обитает наравне с другими животными, то, выходя на улицу, превращается в местную знаменитость. Хаммера узнают. Узнают, как неудивительно, что мы не знали, и люди его знают и узнают, прям нас спрашивали, говорят, это Хаммер? Мы говорим, да, Хаммер. Вот сегодня нас уже позвали вечером гулять в компанию. Так что пойдем знакомиться с остальными собачками. С кем познакомился вот он с собаками, в основном со всеми хорошо дружно. Прошло всего каких-то 8 месяцев, Хаммер сбросил 34 килограмма. То есть вот в субботу мы с ним съездили, взвесились перед тем, как передаваться в новый дом. 34 килограмма потерял Хаммер. За это время он научился бегать, он начал плавать, он активно плавает, очень любит воду, очень любит бегать, играть, любит пули, любит просто длинные пешие прогулки. По словам основателя Центра помощи ретриверам Екатерины Гаевой, теперь пешие прогулки даются Хаммеру гораздо легче. С момента прибытия в центр пес скинул 34 килограмма. Он вновь полюбил бег, плавание и активные игры. На этом сказалась не только специальная диета, но и любовь, которую окружающие подарили необычной собаке. Ну что, вот такая вот интересная новость, и мы бы хотели в свою очередь Валерию поздравить еще раз с Международным днем вегана и Спасибо. поблагодарить за то, что вы посетили наш эфир. Спасибо. Да. Передаем привет вашему супругу и вашему маленькому малышу. Спасибо. Спасибо. Порой бывают такие моменты, когда вам просто необходима юридическая помощь, особенно в наше время, когда мир развивается очень быстрыми темпами и нужно стараться быть юридически подкованным человеком. Именно для этого существует наша постоянная рубрика «Советы юриста». Доброе утро. Сегодня мы поговорим о страховании при оформлении кредитов. Нужно понимать, что есть 2 вида страхования. Это обязательное и, так скажем, добровольное, то есть необязательное. К обязательному страхованию является страхование имущества, которое передается, получается, в залог банка. Это у нас ипотечное кредитование и автокредит. То есть здесь законом установлено обязательное кредитование, без этого невозможно оформить суду. Банк просто может отказать, он имеет на это право. Что касается необязательных видов страхования, страхования жизни, здоровья, трудоспособности, титула и иных рисков, которые возникают у кредитора в момент оформления суда. Как отказаться от страховки? От страховки, согласно действующего законодательства, можно отказаться в течение 14 дней. Если вы успели в 14-дневный срок и страховка не начала действовать, вам вернут полную стоимость страхования. Если вы обратились позже, то есть уже истекли 14 дней, нужно посмотреть, какой период охлаждения указан в договоре. То есть нужно внимательно ознакомиться. Стандартно это 14 дней, но в договоре может прописан больший период. Если страховка начала действовать, то будет произведен перерасчет, то есть посчитают количество дней, когда страховка действовала, эту сумму учтут и вам предоставят разницу. В том случае, если вы уложились в сроки, надлежащим образом оформили
заявление, направили его почтой или обратились лично в страховую компанию, то не получили ответа в течение разумного срока, в данном случае, скорее всего, с учетом получения по почте, потому что зачастую страховые компании находятся в другом регионе, нужно учитывать срок получения или срок доставки на адрес расположения страховой компании. Вам не ответили, это равносильно отказу. В этом случае вы можете обратиться в Центробанк о нарушении порядка страхования, вы можете обратиться в Роспотребнадзор как физическое лицо о том, что нарушены ваши права, или можете обратиться в судебном порядке о взыскании, то есть о расторжении договора страхования и взыскании денежных средств, уплаченных за страховку, подтверждая, что вы надлежащим образом установленные договором сроки обратились о расторжении договора, предложить, соответственно, квитанцию направления, если это было почтой. Если вы сдаете заявление нарочно, пожалуйста, озаботьтесь тем, что на вашем экземпляре должна стоять печать с входящим номером, когда, получается, страховой компании получено ваше заявление. Это очень важно, от этого срока зависит и подтверждение сроков, что вы своевременно обратились, и также, если вы не своевременно обратились, страховка начала уже действовать, от этого будет зависеть расчет, на какой период она действовала и какую сумму вы в итоге получите. Руслан, на прошлой неделе звезды сулили мне большой денежный поток. И как, сбылось? К сожалению, нет. Ну, может быть, и да, просто я это не сильно ощутила. Но, конечно, я очень верила в это, хотела верить в это. Но я на самом деле тоже иногда не особо верю гороскопам, но если вдруг слышу или вижу, то я стараюсь прислушаться, и возможно, что если что-то хорошее, то бывает, что сбывается. Главное верить, мне кажется. Да, абсолютно согласен. Поэтому сейчас нашим телезрителям мы предлагаем посмотреть, что же нам сулят звезды на эту неделю. Овен. В любых начинаниях лучшей поддержкой станут друзья. Это залог успеха и помощи в критические моменты, когда нужно скорректировать судьбу в правильном направлении. Максимальной активности потребуют нерешенные проблемы или невыполненные обязательства. Телец. На предстоящей неделе следует держаться подальше от алкоголя, а также не злоупотреблять количеством еды. Удивительно легко будут даваться общения даже в работе. Благодаря новизне и разнообразию вы будете отдыхать от суеты и рутины. В субботу и в воскресенье постарайтесь непринужденно обсудить общие планы с близкими и друзьями. Близнецы. Эту неделю лучше использовать для осмысления всего происходящего с вами и вокруг вас. Пятница, в отличие от других дней, поможет вам в бизнесе. Рак. Препятствия, которые вам, возможно, хотелось бы попробовать форсировать немедленно, через некоторое время уберутся сами, безо всяких усилий с вашей стороны. Надо только подождать. Новые идеи окажутся так и невостребованными. Лев. Время отшельничества закончилось. Пора показывать себя в свете. Наверстывайте упущенное, завоевывайте новые рубежи. В эти дни, возможно, поступят приглашения на отдых и работу за рубежом, причем в самых теплых странах и комфортных условиях. Дева. В начале недели, вероятно, прибыль от посреднической деятельности и деловых поездок. Данный период станет прекрасным временем для девы творческих профессий. Ваша сила и энергия будут проистекать из умения проницать истинные побуждения окружающих и подоплеку событий. Весы. Неделя будет щедра на внезапные романтические порывы, но важнейшая задача на это время – постараться уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния. Если они будут разбалансированы, вы можете потратить много драгоценной энергии впустую. Скорпион. Сейчас ваша картина мира может претерпеть некоторые изменения, стать более полной. Именно поэтому новые знания, полученные в это время, будут усваиваться лучше. А для некоторых скорпионов это ожидаемо. Стрелец. В начале недели может порадовать некое отрадное событие. Это время принесет вам удачу во многих делах, особенно благодаря личным инициативам, помощи покровителей и новым знаниям. Ближе к выходным будут заботить обычные бытовые вопросы. Козерог. Рекомендуется внимательно относиться к информации, которая поступает к вам из разных источников, от друзей, знакомых, из газеты и интернета. Есть очень большая вероятность, что она будет неверно вами истолкована. Водолей. Хорошая неделя у водолеев. Им могут неожиданно предложить дополнительный заработок, или же у представителей знака возникнет хорошая возможность для создания собственного бизнеса. Не бойтесь браться за незнакомое дело, но и не забудьте проконсультироваться
с компетентными людьми. Рыбы. Возможны осложнения в общении с родственниками и партнерами. Но есть и хорошие новости. Вас ожидает облегчение от давящих обстоятельств и непочатых завалов, которые предстоит осилить. На выходных следует больше внимания уделить себе. Ну что, с гороскопом все более-менее стало понятно. А теперь давайте узнаем самые актуальные и свежие новости к этому часу. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. В республике стартовал прием документов на участие в республиканской программе обеспечения качественным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг. Программа предусматривает аренду жилья по льготной стоимости отдельным категориям граждан. Таким образом, в участие мероприятия допускаются граждане из числа инвалидов первой группы или жители, в составе семьи которых имеются дети-инвалиды или имеющие тяжелые заболевания, требующие длительного лечения в Якутске. Всего в фонде 45 квартир, они полностью оснащены мебелью и необходимой бытовой техникой. Исполнитель программы Министерство архитектуры и строительного комплекса республики реализует проект «Республиканское ипотечное агентство». Список документов стандартный: паспорта, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка, если есть ребенок, да, и справка о доходах. Также справка о инвалидности тоже требуется. Мне, например, очень хорошо. Мы уже живем второй год. Никто нас не, как говорится, и нас не трогают, и мы никому не обязаны. Свои деньги заплатили. И здесь, в городе же у нас вот медобслуживание есть. Мы с мамой приехали, у нас там такого нету. Реконструкция аэропорта Нерюнгри, которая началась в 2019 году, находится на завершающей стадии. С 1 ноября аэропорт будет открыт в штатном режиме по сезонному расписанию. На территории объекта продолжаются работы по строительству вспомогательной аэропортовой инфраструктуры. Первые рейсы запланированы авиакомпанией «Якутия» 1 ноября этого года по маршрутам Нерюнгри-Новосибирск, Нерюнгри-Якутск, 2 ноября по маршруту Москва-Нерюнгри. Глава Якутии внес предложение о включении в план социального развития проект креативного кластера «Квартал труда» в Якутске. По итогам заседания было принято решение о поддержке проекта, но он получит финансирование из федерального бюджета. На креативный кластер «Квартал труда» Якутия получит 412 миллионов рублей из федерального бюджета по программе «Единая субсидия». На выделенные федеральные средства будут завершены строительно-монтажные работы, закуплено и установлено технологическое оборудование для профессиональных студий, для производства цифрового контента и концертной и выставочной зон. Планируемая дата запуска «Квартала труда» – апрель следующего года. Ранее его планировали запустить в конце этого года. Руководство Олимпийского совета Якутии предложило включить в программу 8-х всемирных игр ТАФИСа в Нижнем Новгороде в 2024 году масс-рестлинг. Отметим, что в играх принимают участие не профессиональные спортсмены, а любители, люди разных профессий, возрастов, социального статуса. Российская делегация 8-х всемирных игр будет насчитывать около 250 человек. В ее состав войдут представители традиционных и национальных видов спорта, творческие коллективы и народные исполнители, а также официальные лица регионов. На этом пока все. Я желаю вам отличного дня. Оставайтесь на нашем канале. А сейчас нам необходимо прерваться на короткую паузу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. В 2013 году было построено новое здание Амгинской детской школы искусств площадью 1095 квадратных метров. Были созданы наилучшие условия для духовного развития детей. В настоящее время контингент школы увеличился до 324 детей. Мы выражаем особую благодарность компании «Алроса» за финансирование особо значимых социальных объектов. Благодаря новому зданию администрации ЛУСа было приобретено 7 фирменных пианино «Циммерман» и 1 «Бехштейн» и много других инструментов.
От имени родителей выражаем огромную благодарность Алроса за новое здание школы. По 500 социальных проектов на 10 миллиардов рублей ежегодно. Алроса – якутская компания. Надо торопиться, если хотите заселиться. 2- и 3-комнатные квартиры в 16-м квартале по улице Петра Алексеева от ООО СПЗ ДСК-1 33 13 28. Устали от вируса гриппа и простуды? Рециркуляторы бактерицидные, защитные блокаторы, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, медицинские маски. Суровая якутская зима не за горами, значит, пора за теплыми вещами в новый магазин «Сток-центр Сахабулт». Создавая образ магазина, мы ориентировались на потребности жителей нашей республики в качественной, теплой и недорогой одежде и обуви. Укилиннагы талисман желері. Бу жол уята. Экологический ырас сирге турар. Кең парковкалах, оғын юругар уна спорттан жарктарга анығы бұлағаққалардақ. Квартираларын концепцияларгар Джон Надияра барыта бар. Әрейін, хәтті хүсеттун хәтті, сәтті хүсеттун сәтті. Из Якутска поступил приказ собрать отряд и выдвигаться в район вероятного расположения банды. Как вы знаете, за нами идет отряд чекистов. Они выслеживают нас по нашим следам. Но мы их перехитрим. Мы разделимся на небольшие группы и затеряемся в тайге. А через 3 дня мы снова встретимся. По нашим данным, численность банды варьируется от 20 до 40 человек. Мы должны проверить возможное наличие связи у банды с разведкой Японии. И если подтвердится, приказано выявить всю сеть. Мы продолжаем наш утренний эфир. И если вы только подключились к нам, напоминаем вам о том, что вы смотрите «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня в студии работает Дарья Анкехова и Руслан Ачиров. Якутское художественное училище всегда славилось своими воспитанниками. Вот буквально на днях студент 4-го курса Василий Николаев и его команда участвовали в главном мероприятии в области моды России и Восточной Европы. Это мероприятие называется Mercedes-Benz Fashion Week Russia. И сегодня в нашей студии Неустроева Александра Анатольевна и Людмила Евдокимовна Федорова. Они являются преподавателями Якутского художественного училища, а также они вдвоем оба отличники образования Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что все-таки нам пришло то самое приглашение, или, в принципе, это стандартная практика, и вы получаете подобные приглашения постоянно? Это наш первый опыт. Такого масштабного мероприятия, а пригласила нас Александра Корякина. Да. Она является дизайнером бренд «Заза». Из Санкт-Петербурга. Мы с ней вместе учились в одном университете, университете технологии и дизайна в Санкт-Петербурге. И сейчас она живет там уже и с 2006 года участвует уже в модных показах большого такого уровня. То есть это была ее инициатива, и она написала или позвонила вам, да, и сказала, давайте-ка что-нибудь придумаем вместе, да? Летом. Летом она приезжала к нам в Якутск и показывала уже свой показ. Да, здесь показ был, ее показ мод. И там встретились, и такая идея коллаборация наша по коллаборации вышла. Ну то слово модное сейчас коллаборация, что это такое и как выглядела ваша коллаборация? Это совместная идея, да, она рождается, а потом уже вместе уже думаем над одной коллекцией, получается, да. Эта коллекция ее она посвятила именно теме экологии, и о природе.
Ну вот да, мы первозданность. сейчас, у нас есть те самые уникальные кадры вот этого показа. А насколько сложно работать вот это дистанционно? Все-таки, мне кажется, дизайнерство — это же вещь такая сложная. Нужно прям кропотливо рассматривать все, вместе проводить часами над эскизами, да? А здесь, получается, она находится в Питере, вы находитесь здесь. Причем я же знаю, что вы приобщили и студентов к этой работе. То есть это была не только преподавательская деятельность. Ну, WhatsApp-группа очень помогает, наверное, в этом. Да, видеосвязь, и очень понятно все. И по эскизам, ну, конечно, трудности вообще, были из-за ограничений, но, слава богу, все. Ну и творческим людям, по-моему, художники мало говорят. Больше по эскизам и по рисунку уже все на понятно. образах. Уже. Как-то интуитивно уже друг друга понимаешь, потому что все на одной волне. И вот эта вот коллекция сама вышла как-то, у нас получилось как-то легко и быстро. То есть ваша работа-то была, вы что придумали? Вот именно ваша лепта была какова? Вы рисовали, придумали образ? Василий Николаев, да, наш студент вот 4-го курса, он вот эскизы делал совместно с дизайнером, с Александрой, они работали, и вот дополнение к и по этим эскизам уже изделия получается, да, уже изделия. Вот одна команда работала вот. Это у в материале нас уже латунные из латуни делали. Ну, так как у нас это первый опыт, поэтому на драгметалл сразу не пошли, но из латуни, как бижутерия, да, и эти листочки и так далее, там цветочки. То есть, ну, вы являетесь ювелиром, поэтому вы вот именно по теме, да, драгоценных металлов и вообще металлов, да, работали. Мы знаем, что после такого триумфального выступления ЗАСу пригласили на федеральный канал, да? То есть совсем скоро мы увидим нашу землячку уже там. Вот насколько вообще важен подобный успех для наших студентов, для нашего училища и для вас, как для преподавателей? Ну, это большая честь для нас, да? И вообще Александра вот одна единственная, по-моему, из якутских дизайнеров именно вот участвует на таком большом уровне. Вот. И для нас, конечно, это и для ребят это большой очень опыт и уже уровень. Да. Из якутских ювелиров, опять же, тоже. На подиум вот, еще не поднимались да. с изделиями, да, уж тем более с такими, со студенческими работами. И там работала наша команда. Все 4-е курсы, ну, у нас их мало, конечно, и считая нас, 8 человек работает. То есть 6 студентов и 2 преподавателя. Ну, это значит, у вас достойное такое, знаете, вложение и ваших студентов, и вы получили заслуженную награду, да? Ну, а дальнейшие планы, у вас, может быть, уже еще в голове возник какой-то проект, и у студентов появилось, знаете, такое второе некое дыхание, они теперь стремятся, видят, стимул появился какой-то? Конечно, это уже вдохновляет к большим уже дальше действиям. И уже планируем, да, в дальнейшем работать совместно с брендом ЗАЗа, но пока в секрете. Пока в секрете. Людмила, Александра, спасибо большое вам, что посетили наш утренний эфир. И, конечно, мы желаем вашим студентам успехов. Пускай продвигают якутскую моду, чтобы о нас уже знали и на мировых подиумах. Спасибо большое. И у нас на связи Александр и Георгий Корякины, участники этого триумфального события. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите поподробнее, пожалуйста, о Mercedes Fashion Week Russia. Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia – это самое главное и знаковое фэшн-событие в России. И в ней принимают участие дизайнеры из самых разных стран. По статусности и возможности проявить себя Mercedes-Benz Fashion Week Russia – это, несомненно, явление номер 1. Насколько масштабно было это мероприятие и сколько участников принимало участие? Была ли конкуренция? Более 70 дизайнеров представили свои новые коллекции в столице и в других городах России, такие как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи. В едином расписании Mercedes-Benz Fashion Week Russia также трансляции велись из Великобритании, Германии, Бразилии, Израиля, Индии, Боливии, Нигерии. Скажите, а вы впервые приняли участие в этом мероприятии? Вообще-то нет. Мы принимаем участие на неделе моды Mercedes-Benz с 2016 года.
И ранее мы делали показы в питерской Авроре Fashion Week, тоже в свое время очень блиставший на российском фэшн-пространстве. Ну и Лондон Fashion Week. Да. Тоже участвовали. Александра и Георгий, а расскажите подробнее о вашей уникальной коллекции. Последняя коллекция сезона весна-лето, которую мы представили на неделе Mercedes-Benz Fashion Week Russia, называется «Я чистый мир». Концепция этой коллекции про внутренний мир, ведь человек неповторим, как и сама природа, и, несомненно, очень важно и нужно, чтобы красота мира не угасала с течением времени, и наша цель, как главных потребителей нашей планеты, сохранить этот мир. Скажите, а узнают ли якутский бренд? Ну, со стороны это наверняка лучше виднее. Ребята, а какие у вас ближайшие планы? Развиваться. Ну, много еще не сделано и много еще предстоит сделать, да. Скажите, а есть ли у вас какие-либо прогнозы для наших якутских дизайнеров, модельеров? Я считаю, что наши якутские модельеры одни из самых креативных и неоднозначных, и вместе с тем также самых, я думаю, что недооцененных дизайнеров. Сейчас вообще сложно стало прорываться вот на поприще фэшн-индустрии молодым дизайнерам. Но, как бы зная нашу якутскую поговорку, что «саханялой», верю, что прогнозы будут самые оптимистичные. Вот так. Мы знаем, что вы уже давно проживаете в городе Санкт-Петербург. Расскажите немножко о вашей семье. Поступила в университет технологии дизайна в 2005 году. Потом осталась, живем с супругом Георгием, который после того, как мы связали себя узами брака, переехал также сюда. У нас 2 детишек, старшая девочка Амелия и младший сыночек Артур. Да, ребята, вам большое спасибо за очень интересный рассказ, и мы желаем вам дальнейших творческих успехов. Ну а городу Санкт-Петербург пламенный привет. Руслан, а какие книги ты предпочитаешь читать, бумажные или электронные? Слушай, ну я все-таки люблю вот, как бы ощущать вот это шуршание страниц, да, запах книг, поэтому, наверное, скорее всего, ближе к бумажному варианту. Ты знаешь, таких как ты много, и это не только пожилые люди, как обычно многие думают. В Национальной библиотеке уже полгода работает такая услуга, как книги на дом. Их доставляет Библиомобиль. Как и кому можно воспользоваться этой услугой, расскажем в следующем сюжете. Адрес, пожалуйста, ваш. Номер телефона. Так, я записала вашу заявку. С вами свяжется специалист и поможет с подбором литературы. Библиотекарь в условленный день формирует заказ и спешит по адресам. Для Александры Ивановны, постоянной читательницы Национальной библиотеки, временно ставшей маломобильной, выездная услуга оказалась как нельзя кстати. Удобно очень. И я ногу повредила. Из-за этого операция была и так далее. Так что я как бы не могу сама куда-то взять, поехать. Так что то, что вы мне помогаете, это очень, очень хорошо. Начавшаяся в апреле в разгар пандемии акция по доставке книг на дом неожиданно оказалась востребованной. Ведь не все в силу возраста и других причин могут читать электронные книги, а кто-то просто по привычке предпочитает бумажные издания. Читатели, которые заказывают, становится все больше и больше. Услуга им нравится. Это, говорят, это очень удобно. И нас это очень радует. Особо популярна услуга среди пожилых граждан, которые не могут сами прийти в библиотеку, а также инвалидов и тех, кто находится на самоизоляции. При этом, прежде чем доставить книги, их держат на карантине несколько дней и дезинфицируют под специальными лампами. А при доставке соблюдают все меры безопасности. Этот проект нашей библиотеки очень мне нравится, потому что я люблю читать книги. По состоянию здоровья я не могу выйти из дома, я нахожусь все время дома. Поэтому я очень благодарна работникам библиотеки и Библиомобилю. Библиотекари, воодушевившись активностью читателей, хотят теперь создать постоянный маршрут в отдаленные районы Якутска и пригороды, чтобы жители этих районов по определенным дням могли одалживать книги в Библиомобиле.
Яра Филиппова, Григорий Охлопков, Якутск. На этом время нашего утреннего эфира подходит к концу. Но мы не прощаемся, ведь завтра ровно в это же время, в 7:00, мы ждем вас вновь на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Мы надеемся, что эта выходная неделя пройдет для вас с пользой. Самое главное, берегите себя и своих близких. Ну а завершить наш эфир мы решили выступлением одной из самых ярких и талантливых артисток нашей республики – это Елена Березовская.